Крым – это была мечта всех. В 1988 году наша семья вместе со всеми крымскими татарами приняла решение приехать в Крым. Фраза «Эй, Гузель Хырым», она приобрела очень большое значение. Когда люди мучились на стройке, а раньше строили хашарами, все собирались и друг другу помогали. И что-то не получалось или было трудно, говорили «Эй, Гузель Хырым». И я честно скажу, в тот период я вообще крымско-татарский язык не знала. Порой что-то понимала, хотя много знала стихов наизусть. Позже, для того, чтобы изучить язык, я пошла на курсы в Дом культуры железнодорожников. Тогда, знаете, такое время было, когда врачи, учителя, взрослые люди русские, они тоже хотели изучать крымско-татарский язык. И знаете, в какой-то момент на все вопросы, куда ты будешь поступать, я подумала, что я буду поступать на Татлит. Вы знаете, я ни дня не пожалела. Очень сложно мне давался язык, и тогда так случилось в моей жизни, что я познакомилась с Айдаром Эмировым. И Айдар ага мне сказал: хочешь знать язык, читай текст и выписывай все слова. Вы знаете, я до сих пор читаю текст и выписываю слова. Потому что, когда мы изучаем язык, в нас просыпается что-то такое тонкое, что-то такое необычное и необузданное. Изучая язык, я стала понимать наши песни. Я стала вчитываться в нашу литературу. Это такое богатство. Очень часто моя душа обливается кровью. По той причине, что я вижу, как многие крымские татары, они кричат крымско-татарский язык, но если ты его не изучаешь, во рту слаще не становится от такого сахара. С каждым годом уменьшается количество абитуриентов на специальностях крымско-татарский язык и литература. Я не понимаю, почему люди теряют интерес, или мы настолько стали нищими душой. Ведь в то время, когда мы приехали, было экономически очень тяжело. Очень тяжело родителям нас учить было. Очень тяжело было жить на студенческую стипендию. Но наши родители старались. Мы же в Крым приехали очень высокообразованной нацией. И мы приехали, были учителя, были врачи, а были известные физики, биологи были. И наши родители говорили: хочешь быть человеком, ты должен учиться. И ведь мы учились. Мы не думали, что специальность учителя нас будет кормить завтра или не будет. Мы знали, что учитель должен обучить языку. Ведь без языка нет никакой нации. Самое главное, что мы должны для себя сохранить, это язык. Язык, тогда будет крымско-татарская семья, тогда будет будущее у крымских татар. И надо всегда помнить, что потерять легко, но далось это нам очень сложно. Тілсіз милет, жансыз бедендір. Тіл өлер, милет кетер, ватан жоқ olur. Hiçbir şey gerek olmaz. Yaşasın тіл.